Добрый день, уважаемые зрители! Республику Башкортостан потрясло очередное громкое задержание. В этот раз задержали министра культуры Амину Шафикову. Если у того или иного жителя республики спросить, знает ли он имя или фамилия какого-нибудь крупного чиновника, министра Республики Башкортостан, навряд ли он назовет его имя и фамилию. Но Амину Шафикову, скорее всего, вспомнит, потому что она уже на протяжении 14 лет возглавляет пост министра культуры. Еще на заре правления Рустема Хамитова она пришла на этот пост и с тех пор бессменно возглавляет его. Амина Шафикова, конечно, сама по себе противоречивая фигура. Это башкирка с Зауралья, с Бурзянского района, с великолепным образованием. Человек, который знает свое дело. И она действительно пришла именно на тот пост, где она компетентна. Но, как любой чиновник, она, конечно же, ни на йоту не отклоняется от генеральной линии партии, не отклоняется от приказов, беспрекословно выполняет приказы из Москвы и из Белого дома Уфы, который расположен на Тукаево. Мы помним, в ее вообще истории были случаи, которые можно легко вспомнить, когда она, беспрекословно выполняла непопулярные в народе решения. Допустим, можно вспомнить, как она в 2015 году была в числе министров культуры национальных республик, тюркских национальных республик Российской Федерации, которые по приказу из Москвы разорвала отношения с международной тюркской организацией Тюрксой. В 2015 году тогда произошел конфликт между Россией и Турцией, когда российский истребитель пересек воздушное пространство Турции и был сбит. Тогда Россия разорвала все отношения с Турцией, там был большой скандал. И по приказу из Москвы министр культуры тогда Российской Федерации, по-моему, если я не ошибаюсь, тогда был Мединский, он приказал всем министрам культуры тюркских республик разорвать отношения с Тюрксой. Кто тогда этого не сделал? Только Татарстан и Саха-Якутия. Нас тогда возмутило, что Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан, была одной из первых, которая исполнила этот приказ, и Башкортостан с тех самых лет больше не участвует в деятельности Тюрксой. Мы помним скандал, когда в Стерлитамаке, в Башкирском драматическом театре, был поставлен спектакль «Сказ о Кисябеке». Кисябека Байрасова – это реальная личность башкирской истории, женщина, которая участвовала в башкирском восстании, была за это бита кнутами, отдана в крепостные, ее насильно крестили. Она не смирилась с этим, она бежала, вернулась в ислам, ее снова поймали, вернули, били кнутами снова, она снова сбежала. После очередного побега ее снова вернулась в ислам. После очередного побега ее вернули обратно и на площади города Екатеринбурга сожгли заживо. Вот об этом был поставлен спектакль. И уже после первого же показа по приказу из Уфы этот спектакль сняли. Скорее всего, приказ был дальше сперва из Москвы. Министру культуры Амине Шафиковой. И Амина Шафикова приказала снять этот спектакль с репертуара. Тогда из Уфы приехала целая делегация. Делегация в Стерлитамак. Собрали тогда руководство театра, артистов этого театра. И ругали их. Как вы смеете, вы разжигаете межнациональную рознь у нас в республике. Нельзя такие спектакли показывать. Им объясняют, но это история, это наша история. Мы рассказываем, что было. И вообще во всех нормальных цивилизованных странах принято говорить о проблемах, которые были раньше между народами. Люди, пропуская через себя, обсуждая это, рассказывая об этом, публично в том числе, приходят к какому-то примирению.
Когда это замалчивается, запрещается, наоборот, межнациональные конфликты только растут. И здесь, конечно же, мы были не согласны с решением Амины Шафиковой. Были у нее скандалы и с грантами, мы помним, при Хамитове и при Хабирове. Она раздавалась, ее уличали в том, что она раздавала гранты всегда одним и тем же людям, одним и тем же организациям, которые были приближены к правительству Республики Башкортостан. Но были и хорошие дела. Мы помним, что именно при ней были выпущены такие художественные фильмы, как «Первая республика», которые сегодня бы точно уже не сняли бы, где рассказывали и о Заки Валиди. При ней вышел фильм «Бабич», при ней вышел, это при Амине Шафиковой, вышел фильм о Рами Гарипове, ну и много других подобных каких-либо фильмов тоже выходило. Но все же она чиновник, и она, конечно же, никогда не отклонялась от генеральной линии партии «Единая Россия», никогда не противоречила приказам, которые шли из Москвы, из Уфы и так далее, из правительства Республики Башкортостан. Но когда она была министром культуры при Рустеме Хамитове, вот прям таких коррупционных скандалов каких-то, шлейф скандала за ней не тянулся. Да и вообще тогда вот редко можно было вспомнить, чтобы каких-то там министров сажали. При Хабирове это просто поставлено на поток. Почему так? Потому что именно Хабиров сам такой по себе человек. Вор, взяточник, коррупционер. Мы уже помним, как его выгнали из Республики Башкортостан. Муртаза Рахимов, первый президент республики, выгнал Ради Хабирова, который тогда возглавлял ни много ни мало администрацию президента Республики Башкортостан. Как он воспользовался этой должностью? Он начал продавать депутатские места в Госсобрании Курултай. Он занимался рейдерскими захватами предприятий, банкротил их. Он выстроил целое параллельное правительство, которым руководил, которые занимались вот такими мошенническими схемами. Муртаза Рахимов тогда завел на него уголовное дело, выгнал его с правительства. Он кое-как смог сбежать с республики. Сбежал с республики, где его в Москве приютил у себя Сурков. Когда он вернулся в 2018 году в республику со своей командой, он, конечно же, жаждал реванша. Он хотел воровать, много воровать, беспрепятственно, беспрекословно воровать. Со своей командой мы помним, как и Азат Бадранов, и Ростислав Мурзагулов гордо заявляли: мы сюда приехали как победители, мы долго боролись за этот пост, мы здесь теперь рулим. Ну и все, и начали рулить, начали воровать. Уже первые же годы посадили, у него завели уголовное дело на человека, которого он привез с собой, вот этот вот Александр Колебанов тогда был, министр транспорта. Посадили Бориса Беляева, министра ЖКХ. И пошло потом, просто пошло и понеслось. Начали сажать различных чиновников, крупных министров, вице-премьеров, мэров городов, главов районов. Рамзиль Кучербаев был, да, министр строительства, тоже посадили. Елена Прочаковская, которая лично была его личным пропагандистом, попалась на каком-то таком мелком жульничестве, что приняла на работу несуществующего человека и получала дополнительно за него зарплату. Выписывала премии, получала зарплату. Ну, человек, у которого была зарплата там сотни тысяч рублей, не хватало. И сейчас, кстати, она вернулась, Хабиров снова ее, бывшую осужденную, взял. У Хабирова друг лучший, председатель правительства Андрей Назаров, человек, который был судим за изнасилование, за групповое изнасилование башкирки в детстве, в молодости, в юности. Сейчас он возглавляет правительство. И, конечно, он набирает таких же воров. Яна Гайдук, руководитель Госкоммолодежи, попалась, посадили. Лучший друг Хабирова Алан Марзаев, вице-премьер. Посадили, 13 лет дали. Руслан Казыханов, мы помним, да, такой был. Возглавлял Центр науки Республики Башкортостан. Посадили. Друга Хабирова Ильдара Юланова, который возглавлял, был генеральным директором Башавтодора. Посадили. Сколько мы там? 9 лет, по-моему, дали.
строгого режима. Общее число вот этих чиновников, приближенных к Радию Хабиру, который сам лично там раздает посты им, если человек верен ему, друг его, он сажает его на те или иные посты. Общее количество вообще посаженных таких чиновников, депутатов различного уровня, мэров городов, министров и так далее, приближает больше 50 практически человек. Вы представляете, какой вот масштаб? И главное, что пропагандисты, хабировские пропагандисты, пытаясь как-то обелить своего шефа Хабирова радия, пишут, что это еще ерунда, мы середнячки, что на самом деле у других регионов намного больше сажают людей. Но если это так, действительно, то о чем говорить? Значит, вся Россия такая, погрязла в коррупции, в воровстве. Простой человек еле сводит концы с концами. Цены растут, как на дрожжах. А вот тут вот министров сажают за взятки миллионы, десятки миллионов. Сам Хабиров такой. Когда сам Хабиров поощряет, и не только поощряет, он является руководителем различных коррупционных схем, где за каждой сделкой ему идет откат. Понятно, что будут сажать вокруг него. Да, пока не дошли до самого Хабирова, но дойдут рано или поздно. И я думаю, что Амина Шафикова тоже много, наверное, расскажет. Все-таки это женщина, хрупкая женщина. Это не мужчина Алан Марзаев, который гордо и мужественно, да, принял на себя все, сказал: я не виновен, я никого не сдам, и получил за это 13 лет. Амина Шафикова может и рассказать, с кем она делилась, кто отдавал приказы. Поэтому ждем развития событий. Я уверен, что на самого Радия Хабирова там вот такая уже папка. Папка со всеми его преступлениями. И сейчас он сидит во власти только потому, что активно поддерживает войну в Украине. Кстати, Амина Шафикова тоже пыталась, будучи министром культуры, поддерживать активно эту войну, создавая различные, выделяя деньги на различные фильмы, которые пропагандируют эту войну, на различные концерты, выездные концерты и так далее. Это ей не помогло. То же самое также не поможет и Хабирову. Как только в Москве примут решение, его сразу же возьмут под белые ручки и посадят. Я в этом глубоко убежден. Если же этого не произойдет, то посадим его мы. Его посадим, и будет люстрация всех его приближенных, которые участвовали в этих коррупционных скандалах. Потому что такие люди во власти не нужны. Республика Башкортостан станет независимым государством. Она не сможет и не будет жить в России, где вот такая коррупция, где убийства, где войны, где нищета. Мы будем создавать свое отдельное независимое государство. И у нас будут свои чиновники, честные, порядочные, в основном набранные из молодежи, умной молодежи, с горящими глазами, люди, которые хотят желать действовать во благо своей республики. Такие люди будут набираться. А старая вся вот эта когорта коррупционных чиновников, она, подвергнувшись люстрации, это не обязательно, что всех посадят, нет. Люстрация, это значит, что им будет запрещено занимать должность. Они все будут отстранены полностью. Имеется в виду высшее звено. Средние чиновники, на котором держится весь аппарат, они, конечно, останутся. Будет смена. Только так можно будет победить коррупцию. Коррупция — это самое большое зло, которое разъедает любое государство. Избавившись от коррупции, мы свой независимый Башкортостан сделаем процветающим, богатым, экономически развитым. И люди из соседних регионов и соседних стран будут хотеть, будут желать попасть в нашу республику, чтобы получить гражданство нашего Башкортостана. На этом все. До свидания. Пишите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. До свидания.